Фотографии девушек с модельной внешностью, телефоны для связи, банковские карты, оформленные на чужие имена, пара ноутбуков и роутер для выхода в интернет. Этот весьма скромный набор гастролеры из Мариэл использовали, когда разводили на деньги клиентов из-за рубежа. Проворачивали свою аферу они на съемной квартире в Чебоксарах. Оттуда лженевесты вели переписку с заграничными женихами. Скольких иностранцев они успели облапошить, пока на них не вышли правоохранители. И что теперь грозит мошенникам? Об этом репортаж Леонида Петрова. Вот тот самый дом по улице Шумилова в Чебоксарах, где 5 марийцев в одной из квартир организовали настоящий колл-центр. У каждого участника группы была своя роль. Александр – один из задержанных. По его словам, в команде он был новичком. Знакомые предложили подзаработать. Отказываться от легких денег он не стал. Мужчина закидывал на сайты знакомств Китайской Народной Республики спам-рассылки. А какого рода рассылка была сама? Что? Да, познакомиться просто, ознакомиться и все. А вообще какие сайты? Вот где? Ой, я даже не знаю, там какой-то китайский сайт. Я вообще без понятия. Мне показали, что делать, отправлял я и все, больше ничего не делал. Я слабоват в деле интернетных этих. Незнание иностранного не помешало Александру рассылать сообщения. Настолько велико было желание заработать. Рассылки же вы делали? На каком языке? Вот, на китайском. На китайском? А как писали? Вы же китайский? Переводчик. Яндекс.Переводчик, что ли? Или Google, там, или Яндекс, что-то такое. Переписку мошенники вели от имени девушек, мечтающих выйти замуж за иностранца. Тон разговора исключительно романтический. Так проще втереться в доверие. А дальше по обкатанному сценарию. Мол, готова приехать за границу, но только денег на самолет нет. Ошеломленный иностранец, что русская невеста так быстро согласилась выйти за него замуж, деньги на карту переводил. Кстати, сумма варьировалась в зависимости от дальности полета. Но как только к мошенникам поступало СМС-уведомление о переводе средств, переписка мгновенно прекращалась. Вот такая вот love story. Что использовали? Какие фразы в рассылках? Привет, давай познакомимся и все. Вот основная фраза и все. А до этого приходилось вообще таким делом? Нет. Впервые вот попробовал и то неудачно. А что подвигло вот в данном случае? Плохие условия жизни. Невысокая зарплата. А, сами работаете, в общем, да? Ну, я работал до этого. Зарплата была 15 тысяч. Поэтому жизненные обстоятельства. Схему мошенничества злоумышленники использовали отнюдь не новую. По словам задержанных, в интернете их полно. К фотографиям девушек из соцсетей придумывается история и вбрасывается на сайт знакомств. А дальше уже липовая анкета приносит прибыль. Подозреваемые лица, совершив данное преступление, они думают, что граждане иностранные не смогут обратиться, и их здесь на территории Российской Федерации не изобличат. Здесь больше вероятность то, что вообще заявление не будет в отношении российских граждан, так как они использовали систему скрытия своего реального IP-адреса. И думая, что они смогут остаться безнаказанными, они совершали спокойно данное преступление. Денежные средства мошенники кидали на банковские карты знакомых. Заграничные китайские юани преступники сначала выводили в криптовалюту через криптообменники и криптобиржи. После совершения транзакции иностранную валюту уже переводили на российские рубли. Банковские карты, куда поступали средства от иностранных женихов, оформлялись даже на родственников обвиняемых. Во время следственных действий следователям и оперативникам удалось выяснить, что от рук мошенников пострадали 3 граждан Китайской Народной Республики из городов Ухань, Синьнин и Ганчжоу. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. По словам оперативников, преступники оказались в Чебоксарах не случайно. В столице республики полно финансово-кредитных учреждений. Леонид Петров, Игорь Ульянов, Вести, Чувашия.